1100 человек. Вот, по сей день ВКонтакте посмотрело 32 тысячи человек, было задано почти 5000 вопросов. Большая работа проведена, и сегодня очень рад представить более детальный проработанный отчет для вашей оценки. Нынешний 2023 год для города Якутска обозначен как год стратегического планирования, внесены изменения в генеральный план города Якутска, издана стратегия социально-экономического развития города Якутска до периода на 2032 года. Помимо этого, у нас в этом году большая работа совместно была проведена по утверждению мастер-плана города Якутска. Мы в этом году строили рекордное количество школ, спортивных детских садов, спортивных залов, закончили трехлетие благоустройства с рекордным количеством отремонтированных дворовых территорий, отремонтировали рекордное количество школ, и рекордным городском в уходящем году был городской бюджет. Последние годы, благодаря национальному проекту, мы видим ускоренное развитие города Якутска, решение проблем, которые казались очень тяжелыми для решения. И благодаря мастер-плану, утвержденному президентом страны, у нас появляется уникальный шанс сделать самый большой в истории города рывок в его развитии. Демография. У нас в городской округ проживает на данный момент уже почти 38% населения всей республики. По количеству численности населения мы занимаем 51 место по стране. За 6 лет численность населения города увеличилась почти на 14%. Это чуть меньше 47 тысяч человек. Это обусловлено хорошим уровнем рождаемости и, безусловно, миграционным приростом, в том числе из ближних стран и улусов республики. Рынок труда. В 2023 году по оценке Центра занятости Республики Саха-Якутия в городе Якутске уровень безработицы равен 0,9%. Численность безработных сократилась и составляет около 1300 человек. Для сравнения, в 2020 ковидный год это было 11 473 человека. Средняя численность работников по итогам 2023 года составляет около 110 тысяч человек, что больше, чем в 2022 году на 370 человек. В 2023 году сохранился хороший тренд на увеличение средней заработной платы, и сегодня он составляет 95 586 рублей. Медианная заработная плата составила 87 283 рубля, что на 5% выше аналогичного периода по аналогичным показателям по республике. Драйверами роста у нас традиционно является торговля, строительство, добыча полезных ископаемых. Бюджет города Якутска является социально ориентированным, 32,5 миллиарда по расходам, 31 миллиард 400 рублей по доходам. Мы вместе с вами в 2023 году неоднократно принимали уточнение бюджета, и планово было принято решение по продолжающейся налоговой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, что привело к дефициту бюджета. Однако видно, что у нас доходы увеличились на 5,7%, несмотря на это. И очень хорошая работа, считаю, проведена по налоговым и неналоговым доходам, собственно, на 16,2% увеличены. Безвозмездные поступления увеличены на 4,2% по сравнению с 2022 годом. Основными доходными источниками у нас традиционно является НДФЛ, порядка 66% наших налоговых доходов, и поступления по упрощенной системе налогообложения это порядка 25%. Бюджет 2023 года был сформирован на основе 17 муниципальных программ и 5 ведомственных целевых программ. Городской округ был заказчиком реализации 5 национальных проектов. В структуре расходов у нас 67% это социальная сфера, образование, культура, спорт, социальная политика. Национальная экономика была 17,3%, жилищно-коммунальное хозяйство около 8%. В 2023 году показатель объема грузовых перевозок составил около 1 миллиона тонн. Количество перевезенных пассажиров вплотную подошло к 40 миллионам человек. В рамках проекта
модернизации системы общественного транспорта города Якутска в 2023 году была проведена работа по закупке 50 автобусов, из них 15 автобусов большого класса ЛиАЗ закуплен для ИПАКа, уже сегодня начинают ездить, например, сейчас ездят на маршруте номер 100, трехдверный автобус. Мы приобрели также, помогли приобрести 25 автобусов для частных перевозчиков из Союз Авто и 10 единиц закуплены для межмуниципальных перевозок, которые в первую очередь будут необходимы для проведения в летний период и калькуляции. В течение 2023 года установлено 10 таких установок, 7 из них мы смогли сделать в рамках национального проекта «Безопасное качество». Для этого была проведена большая работа с государственной экспертизой, чтобы можно было защитить эти теплые остановки в рамках состава проекта, включаемого в национальный проект. В целях обеспечения транспортной доступности в 2023 году удалось запустить маршрут номер 106, это новый маршрут, который охватывает микрорайон Сатал, а также организовано движение маршрутов номер 17, 18 и 108 заездом на Ксенофонта Уткина, это с учетом новой школы номер 39 имени Шарика. На 2024 год ожидается большая работа по корректировке действующей транспортной системы, внедрение новой маршрутной сети, обновление автобусного парка. Также продолжим работу по установке теплых остановок. Большая работа в 2023 году была проведена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мы вели работу в общей длине почти на 30 километрах. Из них почти 17 километров это с асфальтовым покрытием, 12 километров это переходный тип. У нас помимо этого велись также работы по переходящим объектам на 2024 год. В целом можно сказать, что у нас на 2024 год продолжается работа по таким большим улицам, как Можайского, Винокурова, Бельвичский переулок, реконструкция на улице Набережной, первый этап. Значит, у нас также ведется работа по обустройству подъездной дороги к онкологическому диспансеру. Нам осталось положить верхний слой асфальта, что работа идет согласно установленному графику. Таким образом, с учетом 2023 года у нас за все время реализации национального проекта мы достигли показателя 71% дорог, которые соответствуют нормативу. По национальному проекту наша цель, напомню, 85% к 2025 году. Для этих целей в 2024 году запланирована работа на 39 километрах дорог в городе Якутске. Строительство. Половина объемов жилья традиционно вводится в городе Якутске относительно всей республики. 2023 год тоже не стал исключением, 49,8% всего жилья было введено в городе Якутске. У нас объем выполненных работ по строительству вырос на 12,3% и составил чуть более 13 миллиардов рублей. Здесь видно, насколько сильно растет рынок строительства на территории города Якутска, что, безусловно, является драйвером роста экономики города в целом. Значит, объем ввода жилья у нас достиг 329 тысяч квадратных метров жилья. По данным сайта Дома РФ по республике на 31 декабря 2023 года внесены данные по 34 застройщикам. Эти застройщики получили на 51 объект разрешение на строительство. Общий объем жилой площади по выданному разрешению на строительство составляет 460 тысяч квадратных метров. Из них 91% всех проектов приходится на город Якутск. То есть мы видим, что строительная отрасль продолжает набирать обороты, что является хорошим сигналом для экономики города. Особое внимание окружной администрации является программа переселения из ветхого аварийного жилья, что у нас в целом на данный момент мы переселили за время реализации второго этапа программы 53 182 квадратных метров. Значит, это охватило республиканская адресная программа 4,5 тысячи человек. Из них в 2023 году мы переселили 632 квартиры на территории города Якутска общим объемом площади 22 434 квадратных метра. 2130 человек коснулась эта программа. Помимо этого мы работали и по муниципальному
муниципальной программе. По муниципальной программе мы переселили 102 жилых помещения, общей площадью чуть меньше 3500 квадратных метров. На территории города Якутска в 2023 году снесено 43 деревянных многоквартирных дома, расселенных, из них 27 снесено за счет бюджета города Якутска, а 16 снесли застройщики по заключенным ранее договорам развития достроенных территорий. В 2024 год запланировано переселение из аварийного жилья 64 многоквартирных домов. По сути дела, мы в этом году должны закончить программу досрочно, не дожидаясь 2025 года. Но все зависит от тех судебных дел, которые, по сути дела, остались в домах, по одной-две квартиры, где идут судебные разбирательства. Планируем также провести работу по признанию 50 домов многоквартирных аварийных. Это вот остаток, который остался по городу Якутску, не признанных аварийными по разным причинам. В городе также ведется программа по обеспечению жильем молодых семей. Предоставляется социальный выплат в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья. Такой мерой поддержки в прошлом году воспользовались 16 семей. В рамках мероприятий муниципальной программы по приобретению жилья для детей-сирот приобретено 52 жилых помещения, из них 15 жилых помещений на вторичном рынке, 27 жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, а также средства были направлены на оплату социальных выплат. Большая работа в 2023 году была направлена на инфраструктуру. По линии водоснабжения в 2023 году основными мероприятиями стали это долгожданное открытие водоузла номер 5 водоканала в южном направлении города Якутска, проектирование сети водоснабжения микрорайона Марки и Белое озеро, разработана технико-экономическое обоснование строительства системы водоснабжения в селе Табага, село Хатаса с захватом микрорайона Тускул. Проведена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения. По мероприятиям водоотведения в 2023 году у нас идет, продолжается работа строительства третьего канализационного коллектора. С 1 марта у нас мы вводим ограничение движения на улице Чернышевского от кольца на проспекте Михаила Ефимовича Николаева для обеспечения работ по установке колодца к канализационному коллектору. Проектирование канализационно-очистных сооружений в селе Табага и микрорайона Кангаласа проведено в 2023 году. И разработана схема ливневой канализации, что является первым шагом для обеспечения строительства системы ливневой канализации, указанной в мастер-плане на территории города Якутска до 2030 года. Перспективные задачи на 2024 год по водоснабжению и водоотведению, завершение проектно-изыскательных работ по строительству сетей водоснабжения микрорайона Марка и Белое озеро, проектирование сетей водоснабжения села Маган и проектно-изыскательные работы и проектирование канализационных очистных сооружений в селе Табага и микрорайона Кангаласа. По газификации, значит, у нас по газификации выполненные работы. Мы подключили к газу, обеспечили работы по подведению газа к 106 земельным участкам, выданным ранее многодетным семьям в микрорайоне птицефабрика, это улица Хамустарская. Доведена адресная материальная помощь малоимущим и отдельным категориям населения на газификацию в индивидуальных жилых домах по 150 тысяч рублей воспользовались 399 заявителей. Построено 1259 газопроводов вводов по земельным участкам, до земельных участков по программе социальной газификации. Из них обеспечен запуск в 1012 домовладениях. Задача на 2024 год – актуализация схемы газоснабжения высокого, среднего и низкого давления, проектирование газификации земельных участков многодетных семей в селу Кирдямцы, до газификации домовладения по программе соцгазификации, до доведения адресной материальной помощи. По линии экологии в 2024 году у нас, в 2023 году практически завершено строительство полигона нового 27 километра Вилюйского тракта, установлено 18 пунктов раздельного сбора твердокоммунальных отходов, 258 контейнеров для накопления ТКО и обустроено 32 площадки накопления ТКО. В 2023 году мы завершили программу покрытия благоустройства. Основным мероприятием у нас было ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
Завершая работу по завершению этих работ в 2023 году в установленный срок, благоустроена 21 дворовая территория, которая охватывает 38 адресов домов. Установлены 5 спортивных площадок, уличные воркауты. Я напомню, что мы ежегодно строим теперь уличные воркауты для охвата населения в летнее время уличным видом спорта. Установлено 514 опор и 768 светильников в рамках программы «Светлая столица», 204 скамейки и 197 урн, высадили 1 миллион 400 тысяч цветов и 11 497 деревьев и кустарников. Завершены работы по скверу Гагарина, скверу Цирка, скверу Черяева, скверу Баландрашвили, скверу Матери. Выполнен текущий ремонт площади Орджоникидзе, площади Победы и мемориального комплекса «Солдат-Тюрьма». На 2024 год мы запланировали благоустройство 18 дворовых территорий. Трехлетка благоустройства закончилась, но мы продолжаем работу по благоустройству дворовых территорий, многоквартирных домов. Будут работы проводиться также по благоустройству озера Сайсары, с исключением сквера Матери. Значит, у нас детям Матери должна быть закончен участок по спортивного комплекса «Триумф». Благоустройство набережной Романа Михайловича Дмитриева, захвата территории городского пляжа, создание мемориального комплекса «Якутский город трудовой славы» в Парке Победы и начало капитального ремонта Парка культуры и отдыха. По линии образования в 2023 году у нас ввелся, повторюсь, рекордный объем строительства. Введено в эксплуатацию пристройки в 26-й школе и Хатасской средней школы. Открыта новая школа номер 39 в 68-м квартале. Завершено строительство 2 модульных спортивных залов школы номер 10 и школы номер 20. Завершено строительство, ведется строительство объектов, которые должны вводиться в 2024 году. У нас ведется строительство школы на 990 мест в микрорайоне Березка, 153 квартал, строительство пристроек в 29-й школе, строительство детского сада на 315 мест и школы 990 мест, воинская часть, начало строительства здания номер 1 в школе, школы номер 1 на проспекте Ленина запланировано, строительство адаптивного центра на Сигалявском шоссе идет, это у нас школа сада для детей с ОВЗ. У нас в этом году планируется завершение строительства средней коррекционной школы номер 4 на улице Пирогова. Запланировано этот год завершение пристроек в 29-й школе. Значит, у нас также в 2023 году проведена масштабная рекордный ремонт школ, 13 школ, 14 зданий мы отремонтировали. Значит, в этом году также продолжится работа по ремонту детских загородных лагерей. Планируем открытие 4 классов БПЛА в 4 школах и капитальный ремонт библиотеки номер 2 «Маяк». Физическая культура и спорт. По линии культуры у нас мероприятия в 2023 году проведены под эгидой Года педагога и наставника Российской Федерации, Года труда в республике и трехлетия благоустройства на территории города Якутска. За 2023 год проведены мероприятия с общим охватом 731 тысяча человек. Это было 8166 культурных мероприятий. На 2024 год у нас, безусловно, самая главная задача – это проведение 8-х летних игр «Дети Азии» с культурной программой и проведение в это же время Сехотуйма. Запланирован также капитальный ремонт Центра духовного и культуры «Арчидетя» за создание модельной библиотеки на базе краеведческой библиотеки филиала номер 1 имени Белинского и ремонт помещения библиотеки номер 2. По физической культуре и спорту у нас хороший год 2023 был для строительства объектов спорта. В целом, надо сказать, что у нас на данный момент спортом занимается системно уже 178 780 человек, что составляет 47% от общей численности населения города Якутска. За последние 5 лет, и даже с учетом роста города в численности, у нас увеличение этого показателя почти на 10%, с 37% до 47%. В 2023 году завершено строительство спортивного зала Хатаса, что является большим событием для всех жителей Хатаса. У нас завершена разработка
закончен к моменту проведения игр Лиги Азии. Значит, будет введен в эксплуатацию и начнется образовательная деятельность в спортзале Хатасов. Начало строительства многофункционального спортивного зала в микрорайоне Спортивный, это адрес улицы Якутская, 12, Якутская, 14. У нас завершение строительства аэротренажера на территории рядом с Тарсуном. Также у нас ведется ремонт в объектах США и открытие банно-оздоровительного комплекса вместо здания «Факела» на территории Маганского тракта в микрорайоне Мархазов. По сельскому хозяйству в 2023 году объем валовой сельской продукции сельского хозяйства сохраняет свою лидирующую позицию среди районов республики. У нас на долю города приходится 12% от всего объема производства сельскохозяйственной продукции, что составляет по предварительной оценке 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Город Якутск может обеспечить себя и население следующими продуктами и какая доля. Яйцами мы можем себя обеспечить на 99%, картофелем на 38% 400, на 38,4% по основному, это и есть рост по сравнению с 2022 годом. В 2022 году было 37%. У нас по овощам также виден небольшой рост, мы на 25,7% себя можем обеспечить. По мясу 7,3%, по молоку 5,3%, рыба 5,3% и масло 0,3%. Потребность в оставшей части продуктов, а также полная потребность в муке, сахаре, подсолнечном масле, гречневой крупе, рисе, соли и пшене обеспечивается за счет завоза. Поэтому для нас крайне важен проект, включенный в мастер-план по строительству мостового перехода, что обеспечит круглогодичный транспорт, доступность города Якутска. У нас на 2024 год запланирован год эксплуатации объекта распределительно-логистический центр и разработка ПСД двух овощехранилищ в рамках развития сельского хозяйства на территории города Якутска. По поддержке предпринимательства у нас на текущий момент в городе Якутске свою деятельность осуществляет 20 600 субъектов малого и среднего бизнеса. За последние 5 лет количество выросло на 5,6%. Численность занятых в данном сегменте составляет 23 600 человек. Малый и средний бизнес является одним из драйверов роста экономики. В столице составляет порядка 25% валового городского оборота, что в принципе является хорошим показателем, так как в нашем городе в принципе модель постиндустриальной экономики. В 2023 году выдано 37 займов, микрозаймов на общую сумму более 93 миллиона рублей, а также предоставлена финансовая поддержка в виде отсрочки по оплате основного долга. Это все по линии нашего фонда развития города Якутска. Заключено более 15 тысяч муниципальных контрактов, из них 37% приходится на долю субъектов малого и среднего бизнеса. Порядка чуть меньше на 7 миллиардов закупаем в год. По результатам закупочных процедур сэкономлено 6,4%. Это порядка 441 миллиона рублей, это составляет экономию. Ну и плюс к этому еще у нас почти 37% всех закупок пришлось на малый и средний бизнес. По этому показателю мы одни из очень хорошие показатели считаются по России, отмечены наградами на российском уровне. По основным категориям налогоплательщиков льготная ставка по ценам у нас продолжалась и в 2023 году. По линии дохода и расхода платили 6,7%, по линии дохода 2,7%. В результате мы с вами приняли выпадающие доходы почти на 750 миллионов рублей. Но я считаю, это есть самая главная мера поддержки для бизнеса на территории нашей республики. Бюджет города Якутска не добрал 750 миллионов рублей в виде поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. По развитию туризма предоставлены гранты 14 субъектов малого и среднего бизнеса. На развитие инфраструктуры выдано субсидии на возмещение затрат 7 предпринимателей. 4 организациям оказана поддержка инвестиционных проектов. Проведено мероприятие выставка «Якутск туристический» в формате стратегической сессии. Мастер-план. В 2023 году мы
поручению президента и вышедшему на основании этого распоряжения правительства Российской Федерации вопрос развития города Якутска сегодня рассматривается на самом высоком уровне. Благодаря этому у нас с вами есть уникальный шанс, который мы должны выполнить, и по поручению президента Владимира Владимировича Путина к 2030 году город Якутск встретит как преображенный город, который позволяет людям комфортно и безопасно жить на территории нашего города с учетом всех наших климатических особенностей, а также реализовывать свой потенциал. Общий объем инвестиций на территории города составит порядка 450 миллиардов рублей. Это по 33 основным направлениям, которые представлены перед вами на слайде. Что находится и к слову, надо сказать, что исходя из этого у нас большой объем работы предстоит совместно с депутатами Госсобрания по утверждению дополнительных средств, которые необходимо уже в этом году предусматривать на разработку проектно-сметной документации тех проектов, которые должны начаться реализовываться к 2025 году. К слову, все объекты, которые должны быть построены в 2024 году и начаты обеспеченным финансированием, на прошлой неделе прошло установочное совещание по руководству Юрия Петровича Труднева. Мы проверили все проекты, которые указаны в мастер-плане с точки зрения обеспеченности лимитами и проблемные вопросы рассмотрели. К слову, мы работаем в установленном графике. 2024 год у нас идет строго по плану реализации мастер-плана. Спасибо. Спасибо, Евгений Николаевич. Уважаемые коллеги, будут ли вопросы у нас? Депутат Ирина Александрович Александрович. Коллеги, доброе утро. Евгений Николаевич, спасибо за такой подробный отчет. Все четко и ясно. Но есть два уточняющих вопроса. Первое, это по 2024 году я не нашел мероприятие по разработке проектно-сметной документации на школы. Мы его закладывали. Проектно-сметная документация школы завершена в 2023 году. Мы проходим в 2024 году экспертизу. В 2025 году она внесена в мастер-план на федеральное финансирование запуска. В этом году мы закончили предпроектную. ПСД нет. Почему ПСД? ПСД уже делают. 23 школа, ПСД. 2017 школ, ПСД делается. Оно сделано, зашло на экспертизу. Следующий вопрос. Согласно мастер-плану, у нас до 30 года будет строительство многих объектов, это и образовательные учреждения, объекты спорта, инфраструктурные такие проекты. И какая работа сейчас ведется с Министерством образования Республики, Министерством образования Российской Федерации и Министерством просвещения по линии спорт по анализу потребностей карт. Соответственно, так как у нас строится много объектов по всем направлениям, соответственно, нужны будут карты в этом направлении. И мы все понимаем, что у нас бюджет долгосрочный, и чтобы подготовить нам к 28, 9, 30 году, уже начать надо закладывать контрольный цикл уже этого года. Совершенно правильный вопрос, Александр Александрович. Это одна из основных задач, которые мы с вами сейчас должны реализовать в рамках нашей муниципальной программы. Здесь только по линии образования, с учетом тех социальных объектов, которые будут построены, 12 школ, 18 детских садов, межвузовский кампус, развитие учебных и средних специальных учебных заведений, 5500 новых кадров необходимо для того, чтобы эти учреждения функционировали. Безусловно, мы должны говорить о целевой подготовке кадров, в первую очередь для наших школ и детских садов. Об этом мы разговаривали на встрече с директорами школ, с представителями образования. Вот этой задачей как раз мы должны были еще заняться, чтобы увеличить внимание этой работы, безусловно, и финансирование. Целевая подготовка должна идти по документам. Ну и такое пожелание, не вопрос. Нам надо усиливать работу по демонтажу или наведению порядка по рекламным конструкциям и глин. Мы теряем уже код. Какой-то архитектурный код должен быть, наверное, скорее всего, города. Вот как пожелание. Хорошо, да, Александр Ильич, эта работа ведется. С
стороны нашей моратории на проверку субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому с учетом всего этого мы, конечно, работаем без взаимодействия с предпринимателями. Но согласен, работу надо усилить. Уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? Пожалуйста, депутат Солодюк Иван Владимирович. Добрый день, уважаемый Альберт Николаевич, Евгений Николаевич, коллеги. Евгений Николаевич, спасибо большое за ваш очень подробный отчет. Действительно проведена очень большая работа в 2023 году, а 2024 год запланирован еще больше. Но вот я тоже хотел задать уточняющий вопрос. Не смог найти в отчете никакой информации по нашему МПЦ в селе Пригород. В прошлом году средства на проектную документацию мы освоили внутри, к сожалению. Был план по реализации проекта через договор лизинга. Но, насколько знаю, на сегодня договор пока не заключен. И вот по последней информации, которую получил департамент строительства на прошлой неделе, Иван Михайлович озвучил, что все-таки ПСД для реализации потребуется. Так, ну, давайте с вашего разрешения, Владимир, сейчас попросим из департамента строительства Семена Паначева, что он на данный момент изменилось в прошлом году. Добрый день. По этому объекту отработано по договору лизинга коммерческое предложение собирается. После того, как этот вопрос мы решим, и будет принято решение отдельного включения в бюджет средств на разработку ПСД. Мы сначала должны проработать с банком. Ничего нового не узнали. Нет, смотрите. Мы этот вопрос не закрыли, поэтому по разработке ПСД часть бюджета мы еще не приступали. В общем, смотрите, какая обычный человеческий языком. То есть, что мы хотели сделать? Мы хотели по предложению лизинга, который предоставляет коллеги Газпромбанк, закупить как модульные конструкции. В этом случае это у них льготный лизинг, который можно растянуть на 7 лет. Сегодня эту работу мы проводили до включения этих задач в мастер-план. Сегодня у нас в пригороде включено строительство многофункциональных центров как обязательную задачу. Иначе об этом надо говорить. Место определено, деньги на проектирование есть, правильно? Да. Вы когда примете решение, мы модульное строим или все-таки заказываем ПСД? Так, отдельно по ПСД я информацию предоставлю. В любом случае, в этом году либо мы закажем лизинг, займем лизинг, либо мы закончим ПСД продукцию. В любом случае. Потому что в прошлом году мы уже готовы были это сделать, просто вопрос вставал, откуда мы возьмем финансирование на дальнейшее строительство. Любое ПСД 3 года. Далее оно теряет свою годность, и необходимо заново делать изыскательные работы, заново проходить экспертизу, чтобы вот этого не происходило. Мы начали отрабатывать с Министерством экономики о возможности включения в инвест-программу республики для выделения средств на строительство. Ну, там было все не так просто, поэтому как один из вариантов пошли пойти договором лизинга на заключение с окружной администрацией. То есть одномоментно, чтобы привлечь деньги в лизинговый договор. Мы разберемся, поставим точку в ближайшее время. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы? Пожалуйста, депутат Яковлев Александр Петрович. Добрый день. По отчету Евгения Николаевича у меня такой уточняющий вопрос по работе межведомственной комиссии по противодействию теневому сектору экономики. Ну, не постольку по работе этой комиссии, да, вообще по ситуации по работе с теми, кто работает без регистрации. Вопрос в чем? Ну, работа поставлена не соответствующим образом, получается. Да, Соответствующему. те же функции межведомственной комиссии, они не Хорошо. выполняются. Давайте, с вашего разрешения, пожалуйста, я попрошу Георгия Игоревича, как человек, который непосредственно комиссию ведет, может? Добрый день, уважаемые депутаты. Александр Петрович, по работе межведомственной комиссии по борьбе с теневой экономикой мы на комиссиях тоже информацию представляли, сейчас я тоже напомню. Во-первых, мы для того, чтобы системно работать по данному направлению, ежегодно проводим анализ. У нас сегодня порядка 35 тысяч
цифры, которые у нас выявили анализ. Организационно мы ежеквартально, не менее чем раз в квартал мы собираемся с участием УФНС Республики Якутия, республиканскими структурами, департамент финансов, департамент предпринимательства. И в том числе мы проводим работу по приглашению данных предпринимателей на нашей комиссии. И одним из результатов, конечно, хотелось бы обозначить то, что сегодня мы видим, что у нас существенно растет УСН. У нас 20 тысяч предпринимателей, вот, но у нас была довольно большая доля предпринимателей, которые либо отдавали нулевые декларации, либо платили там абсолютно небольшие платежи. И сегодня вот, в цифрах можно охарактеризовать, что если у нас УСН 2 года назад составлял порядка 2 миллиардов рублей, да, предприниматели тоже вот из отчета мы видим, их увеличилось за последние 5 лет всего на 5%, а УСН у нас увеличился практически в 2 раза. Это при том, что у нас приняты были налоговые льготы. Прямой корреляции, конечно, мы посчитать не можем, нам, к сожалению, УФНС такие цифры не дает, но вот обобщенный показатель вот этой работы, это является увеличение налоговых отчислений от субъектов малого и среднего предпринимательства, это первое. Второе, у нас есть такая категория, так называемые самозанятые. Если 3 года назад самозанятых у нас по республике было всего 5 тысяч, сегодня у нас самозанятых по республике порядка 25 тысяч. Это в том числе является результатом работы нашей комиссии, в том числе мы ведем работу по информированию и так далее. Более 100 миллионов рублей налоги самозанятых. Да, но это правда, налоги поступают в республиканский бюджет. Но тем не менее, просто тезис какой, Александр Анатольевич, здесь надо сказать, что благодаря усилению фискальных норм, раз, благодаря введению льготных ставок и вообще повышению уровня цифровизации в 3, значит, у нас количество предпринимателей, которым стало проще легализоваться, явно больше. Это исходя из того, что тот же объем предпринимателей, работающих по УСР и самозанятых, платят больше денег даже при пониженных ставках. Поэтому я считаю, что идет системная работа по выведению из тени предпринимателей, которые до этого работали всех. Много, мало, вот поэтому что можно сказать, 76 тысяч, 51 тысяч. Что вы можете сказать? Александр, почему мало? Ну, здесь только в динамике будет видно. Сейчас в моменте сказать много, можно. Легализации, вы сказали, я даже понял. А с другой стороны, вопрос существует. Мы согласны с этим абсолютно. Но здесь нужно понимать, смотрите, Александр Ильич, допустим, тот же какой-то взять киоск, продающий овощи, фрукты, да, который может быть потенциальным субъектом, который не пробивает кассовый аппарат полностью, да, и не является, соответственно, со 100% своих показывает выручку и платит налоги, сегодня пойти проверить мы не можем. Сегодня действует по стране мораторий на контрольный надзор за. Поэтому работаем только с теми данными и с теми возможностями, которые позволяют сегодня в рамках моратория без взаимодействия работать. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы у нас? Ну, у нас большинство депутатов присутствовали на отчетах главы города, соответственно. Вчера мы 1,5 часа задавали вопросы, поэтому, я думаю, давайте мы ограничимся. Евгений Николаевич, большое спасибо, присаживайтесь. Будут ли у нас выступления? Пожалуйста, Евсиков Иван. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый Игорь Николаевич, Евгений Николаевич. Ну, утверждение отчета главы городского округа и окружной администрации – это один из наших основных вопросов полномочий депутатского корпуса Якутской городской думы. Практически все депутаты также были на отчетах в своих округах, территориях или отраслевых. Я сама посетила тоже несколько отчетов и по территориям, и по отраслевым. И хочется отметить, что
Это очень хорошая практика, когда глава города делает отчеты лично, общается лично с людьми, и у людей есть возможность задать вопросы, спросить о будущем того или другой, той или другой территории, внести какие-то предложения. Посещая эти отчеты, хочется отметить очень такой положительный настрой населения нашего города. Люди очень хорошо отзываются об отчете 2023 года. И мы сами видим, что действительно очень хорошая динамика по многим направлениям работы, есть о чем действительно говорить. Это хороший задел для реализации мастер-плана до 2030 года. Поэтому считаю, что в истории администрации города 2023 год, наверное, можно отметить как один из самых успешных в плане развития нашего города. Поэтому хочется действительно благодарить Евгения Николаевича, команду, которая готовила этот отчет, за такой вот доступный, очень хорошая презентация, где было сразу, скажем, действительно в динамике по сравнению с прошлыми годами видно развитие то или другого направления народного хозяйства, развития города. Поэтому хочется благодарить, отметить очень такой хороший позитивный настрой. Мы понимаем, что есть еще очень много проблем, которые тоже были отмечены в ходе отчета главы города, но это те проблемы, наверное, которые как раз являются задачами на будущее. Есть над чем работать, есть куда идти. Впереди у нас мастер-план, и действительно 2023 год – это очень хорошая такая основа для дальнейшего развития нашего города. Поэтому хочу поблагодарить команду администрации города за подготовку отчета и призываю своих коллег утвердить этот отчет. Ну и в дальнейшем, наверное, Евгений Николаевич, который доклад, который взят вами, в дальнейшем это очень тяжело, это огромная нагрузка и на вас лично, и на ту команду, которая с вами ежедневно работала. Но, тем не менее, это очень хороший, наверное, показатель работы администрации города для наших граждан. Спасибо. Уважаемые коллеги, если еще выступлений у нас больше нет, проект по данному вопросу у вас имеется, проект решения. Решение принято.